Хочу вам посоветовать канал 40 разбойников. Если вам интересны покупки в китайских магазинах, всякой технических примочек, домашней утвари, то этот канал именно для вас. Ссылка на канал 40 разбойников будет под видео в описании. Привет, дорогие подписчики и зрители, всякое разное из Китая, я вас приветствую. Сегодня у нас в распаковке будет 3 посылки, да-да, снова 3 посылки в одном видео. Ребята, все для вас. Все посылки пришли ко мне с торговой площадки AliExpress, пришли примерно за месяц. И давайте сейчас с вами смотреть, какой товар находится в этих посылках. Давайте начнем с самой большой, я немножко ее тут ковырнул, распаковал. И давайте посмотрим, что здесь. Так, пакет пустой. Вот таким образом здесь запаковано вот такую огромную пупырку. Смотрите, ребят. Так, сейчас мы ее надрежем. Оп. И посмотрим, что здесь находится. Вот запаковал, конечно, продавец хорошо. Вот здесь это распечатываем мы. Так, все, пупырку в сторону. И здесь мы видим вот такая еще коробочка. Также запакована в пленку. Это мелки. Это мелки, ребята. Это у меня дочка заказала мелки для волос. Сейчас я вам покажу. Давайте быстренько с вами посмотрим также. Вот они. Вот таким образом выглядят мелки. Они для того, чтобы можно было разукрашивать волосы. То есть берете прядь, красите вот этими мелками. Они вон разрисовываются. И, в общем, это женская тема. Вот такое количество, большое, огромное количество мелков здесь, как вы видите. В принципе, цвета очень красивые и яркие. Все отлично, все целое, ничего не поломалось. Ссылочки на товары, более информацию полную вы можете найти под видео. То есть перейти на сайт продавцу, посмотреть описание и все тому подобное. Если кому интересно, переходите, ссылки будут под видео на данный товар. Так, отлично. Эта вещь пришла. Теперь далее, давайте вот с этой посылкой начнем. Здесь у нас что? Также без трек номера шла. И вот так она звенит. Но я догадываюсь, что здесь находится. Здесь должны находиться китайские палочки. Да-да, ребят, смотрите. На какой-то из одной групповых покупок я зашел в горячие товары и увидел вот такой лот. Буквально там за какие-то копейки мне удалось приобрести вот такие 5 комплектов китайских палочек для употребления там пищи, да, как они палочками едят. В общем, мне так интересно стало за такие деньги, тем более, ну, почему бы не приобрести. Сейчас, вот они все выпадают плавненько. Давайте сейчас 2 хотя бы вытащим, посмотрим, действительно ли они металлические, да. Ребят, реально металлические и очень легкие. Такое чувство, что они внутри пустые, так как они их-то держат там. Вот было бы неплохо мне, конечно, научиться, как это все пользоваться. Вот как раз буду учиться, может быть, научусь. Вот такие вот китайские палочки. Давайте посмотрите поближе на них. Вот таким образом выглядит палочка. Здесь на конце наклеена вот такая наклейка с какими-то узорами. И сам конец палочки, видите, с небольшими такими углублениями, то есть чтобы и пища не выскальзывала с палочек, да, есть такие вот углубления, как видите, здесь сделаны резцы на самой палочке, на металле, и реально металлические палки. Ну, выглядит в принципе нормально, и за такие деньги, я думаю, это просто подарок. Вот такой оригинальный наборчик получилось у меня приобрести на групповых покупках. Ну, также на этот товар я оставлю ссылочку под видео, если хотите, переходите, посмотрите, сколько они стоят сейчас. Ну, мало ли кому-то пригодятся, в общем, классные палочки, я же говорю еще раз, из металла, все отлично. И давайте перейдем к последней нашей посылочке на сегодня. Также без трек номера, посылка не отслеживалась. И здесь что у нас находится? Вот такой вот тестер. Да-да-да. Наконец-то он тоже дошел до меня. Чек написано. Чек какой? Чек Tools. В общем, это тестер для измерения напряжения в сети электрической. Да? Давайте сейчас мы его достанем и посмотрим, что он вообще из себя представляет. Так, вот таким образом выглядит тестер на внешний вид. Здесь у нас имеется даже лампочка с подсветкой. Вот кнопка включает подсветку. Можно включать подсветку, то есть если в темноте вы что-то там измеряете, вот можно включать, такой фонарик имеется. Классно. На задней части имеется вот такой вот язычок, то есть можно вешать на карман или еще куда-то. Так, имеется, это не кнопка, и это не кнопка, это для проверки напряжения в сети. Ну что ж, давайте с вами попробуем проверим. В общем, не могу разобраться, показывает 12, когда прикладываешь пальцы, вот он показывает до 110, а 220 гаснет, хотя розетки 220. А если на первую нажимаем, показывает вот 110,
Не знаю, как тут определять, что-то я не пойму. 110, 220. В общем, такой тестер. Кто знает, напишите, в чем причина, как он вообще, по идее, должен работать. Может, кто сталкивался, буду очень благодарен. Ну что же, все посылочки пришли. С тестером осталось немножко разобраться, ничего не пойму, как им пользоваться. Ну, я думаю, разберусь, и, в принципе, он будет работать как надо. А так, в принципе, товаром доволен. Все пришло, все целое, все отлично. И за свои деньги, в принципе, товар неплохой. Ну, а на этом я хочу с вами попрощаться. Подписывайтесь на канал «Всяко разное из Китая», иначе вы пропустите новые интересные видео. Пожелать крепкого здоровья, быть позитивными по жизни и удачи, конечно же. Пока-пока.